конечно, многим из того, что он сказал, я не согласен. Но я его не перебиваю и сейчас эту тему не поднимаю, потому что из этого получится дискуссия. Но если мы коротко резюмируем этот вопрос, тейповый, клановый, потому что многие могут спекулировать на этом, говорить, да, тейпаж, да, чтобы этого не было, мы говорим, что тейповую систему убирать ее не нужно. Никто не говорит, ее нужно убрать. Мы говорим, что выше тейповой системы должно быть самосознание и государственное мышление. Сначала государство, а потом уже идет тейповая система. То есть как инструмент внутри государства. Если мы говорим о государстве, шариатском имеется в виду, если мы говорим о государстве, только этом государстве. Но это работает в любом государстве. Любой народ, который концентрирован на своих кланах, он не построит свое государство. Это все знают. И тем более клановая система – это пережитки прошлого. Оно может оставаться в народе, но как второстепенная его часть, но не основная. Вот о чем мы говорили, а не отмене полной клана, народа вообще и всех фамилий отменить. Там. У нас есть свои родовые башни, у нас есть очень прекрасные корни, у нас есть отцы, прадеды, мы всех их знаем. Это предмет для гордости, но это не должно быть основой. Это может существовать в народе, но не как основа. Вот о чем мы говорим. И поэтому мы приоритеты расставляем так. Если вопрос стоит государственной важности, мы его ставим впереди своего клана. То есть, если мы говорим семья или общество, мы семью ставим на второй план. Понимаем? Даже семью свою собственную. Почему? Вот война начинается, ты же оставляешь свою семью, выходишь с винтовкой и воюешь, хотя ты можешь умереть там. Вот почему ты государство, защиту территории, государства, своего уклада жизни ставишь на первый план? Вот так мы должны ставить на первый план общественное перед частным, в том числе перед тейпами. Вот о чем мы говорили. Да я надеюсь, что я правильно объяснил.